Гуманитарная помощь, которая выехала из Чувашии 27 января, добралась до чувашских бойцов в Запорожской области. Напомню, тогда из республики уехали машины высокой проходимости, наполненные всем необходимым для ребят на фронте. Вместе с волонтерами в сопровождении конвоя был и оператор национального телевидения Юрий Марков. Отзывы чувашских мобилизованных прямиком из Запорожья в нашем репортаже. Из больших фур выгружают так сильно необходимые на поле боя внедорожники. Только на прошлой неделе из республики в Запорожскую область отправили 17 автомобилей УАЗ и 1 ВАЗ-Нива, которые закупили, отремонтировали и поставили на колеса жители Чувашии. При этом нет ни одной пустой машины. Каждая заполнена снаряжением и высокотехнологичным оборудованием для бойцов. Спасибо республике за то, что нам помогают в данные условия. Все то, что нам довозят, нам это нравится, нам это в помощь. Спасибо. Десятки печек-буржуек, тепловизоры и монокуляры, окопные свечи, запчасти для автомобилей, GPS-навигаторы, канистры, еда и теплая одежда. Здесь же и именные посылки от родственников и друзей, которые дарят бойцам тепло родного дома. Ваша помощь греет нам сердце и дает помощь, силы для победы. Победа будет за нами. За помощь в доставке гуманитарного груза волонтеры поблагодарили главу Чувашии. Транспортировку машин на себя взял фонд «Перле». На протяжении всего пути из Чувашии до Запорожской области доставку техники и других вещей администрация главы региона держала на особом контроле. Самые важные слова Олег Николаев сказал, когда дал старт отправке. Эту работу никогда не прекращали и не будем прекращать, конечно же, до полной победы, потому что, понимаем, здесь даже, может быть, порою не столько стоит проблема, скажем, продуктов питания или каких-то технических средств, хотя они нужны, несомненно, потому что все, что мы отправляем, оно, во-первых, постоянно востребовано, а во-вторых, очень быстро выходит из строя. Те же буржуйки, свечи, носки и так далее. Важно, делая вклад в материально-техническое обеспечение наших ребят, мы, во-первых, повышаем боеспособность, но самое главное – это моральный и боевой дух. Наши бойцы чувствуют поддержку земляков за 1000 километров. Уважаемые жители Республики Чувашия, командование нашего мотострелкового полка выражает огромную сердечную благодарность и признательность за ту гуманитарную помощь, которую вы предоставляете нашему полку. Вся ваша помощь, вся теплота ваших сердец напрямую нам помогает истреблять эту нечисть. Руководитель администрации главы Чувашии Вячеслав Борисов встретился с командованием мотострелкового полка. Там они обсудили вопросы помощи бойцам и уточнили, что еще им необходимо. В ближайшее время сюда прибудут еще 6 внедорожников. Объединившись, жители республики делают все возможное, чтобы приблизить победу. Анна Центовская, Юрий Марков, Республика.